Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа начинается с культурной части программы. В национальном подворье Ингушетии широкой публике представлены экспонаты самых разных жанров. Адам Галаев в народе славится как мастер декоративно-прикладного искусства, и не зря. Из обычного куска металла он может сделать настоящее произведение искусства. Ковкой он занимается порядка 20 лет, и в планах у мастера ковать ингушские кинжалы. У меня экспонатов здесь не все экспонаты, какая-то часть экспонатов в Москве на выставках, на представлении 25-летия республики в Кремле, в Госдуме. Там в основном такие настенные панно, гравюры, а здесь в основном цветочные композиции. Это была некогда у меня задумка сделать серию 7 цветов, но эта серия еще не восполнена. Я так полагаю, на очереди будет ирис, наверное, мак. И по желанию зрителей, наверное, будет какой-то 7-й цветок. Организаторы ингушского подворья в лице Министерства культуры республики главный акцент сделали на воссоздании средневекового быта ингушей. Помимо прочего, здесь представлены картины из рыбьей кожи и сувениры в виде башенных комплексов, которые создаются из речного камня. На каждую из этих башен уходит более 2000 камней. Здесь представлены предметы древнейшего быта, станки, ткацкие станки, станок для возделывания кожи, животных, очень много бытовых предметов, которые современный житель Ингушетии, он их не знает. Мы хотели бы, чтобы не только жители Ингушетии, но и всего Кавказа знали, каким был наш быт, его уникальность, его простота и в то же самое время его функциональность. По соседству с Ингушским располагается подворье Чеченской Республики. Здесь также представлены художественные картины, предметы быта, керамика, резьба по дереву и другие работы мастеров декоративно-прикладного искусства. Чеченская Республика каждый год делает новое подворье в новой стилистике, с доработками. Поэтому каждый год, конечно, мы видим и мастеров с других регионов, обмениваемся опытом, смотрим, что делается в других регионах. Они приходят к нам. Это хороший такой диалог культур, который проходит в рамках фестиваля. Почетные гости национальных подворий в лице министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова, главы Ингушетии Юнусбека Евкурова и главы Северной Осетии в первую очередь посетили ярмарку брендов «Сделано на Кавказе», впервые вошедшую в программу фестиваля. Здесь делегации показали продукцию ведущих предприятий регионов СКФО. Внимание гостей привлек бренд национальных женских костюмов Аскановых. А где берете ткани? А российских нет? Главы субъектов и почетные гости также приняли участие в официальной церемонии открытия национальных подворий 8-го фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. В фестивале участвуют 7 субъектов – Ингушетия, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Дагестан, Ставропольский край и Северная Осетия. В национальном подворье гостеприимной Ингушетии почетных гостей встречали, как и подобает, национальным блюдом чапель. Добро пожаловать, дорогие друзья, с миром к нам идущие. Пусть всюду известные ваши имена славными будут всегда. Спасибо. Каждый год в ингушском подворье в жизнь воплощают один из обычаев древности нашего народа. Если на прошлогоднем фестивале было показано, как ингушская мать укладывает в колыбель ребенка, то на этот раз гостей ждал обряд посещения братьев жениха будущей невестки. Также гостям показали красоту и тонкости обряда сватовства. У вас сегодня есть уникальная возможность понарошку, хотя бы шутку, связать себя узами брака с этими прекрасными девушками. Осмотрев все подворья, попробовав блюда национальных кухонь, гости отправляются на стадион. Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа традиционно любим жителями субъектов СКФО и с каждым годом принимает все больше гостей из других российских регионов. Идея проведения игр изначально появилась у нас, в Ингушетии, и теперь фестиваль поочередно принимает все республики Северного Кавказа. Я желаю всем участникам фестиваля новых творческих и спортивных открытий, свершений, а зрителям и гостям фестиваля интересных культурных и спортивных зрелищ.
Я желаю, чтобы наш фестиваль также и дальше уверенно шел по северо-кавказской земле. Важно то, что мы на этом фестивале в первую очередь вспомнили свои традиционные народные виды спорта, которым занимались когда-то наши предки, у которых не было спортивных объектов или снарядов. Важно то, что мы на этом фестивале вспоминаем свои народные промыслы, возрождаем их. И мы с каждым годом видим, насколько хорошие результаты у наших народных промысловиков. Разрешите передать вам всем слова приветствия от министра спорта Российской Федерации, олимпийского чемпиона Павла Анатольевича Колоткова. За небольшой промежуток времени фестиваль культуры и спорта народов Кавказа стал знаковым событием и в развитии физкультурно-спортивного движения на Северном Кавказе, и в развитии культуры, и, конечно же, в укреплении дружбы, в отношениях между народами. Уверен, праздник культуры и спорта представит богатую палитру самобытной культуры, обычаев и традиций народов Северного Кавказа. Поможет еще лучше узнать друг друга, а значит стать ближе, сильнее и сплоченнее. Массовый спорт уже давно стал визитной карточкой северокавказских республик. Пусть стремление быть лучшими поможет всегда всем участникам блестяще выступить, порадовать зрителей и добиться желанных побед. Не обошлось и без сюрприза. Участников фестиваля поприветствовали российские члены экипажа Международной космической станции. Традиционно богатый талантами Северный Кавказ подарил нашей стране десятки олимпийских чемпионов, героев Советского Союза и России, художников, писателей и космонавта Мусу Манарова. Каждый раз, пролетая над Большим Кавказским хребтом, мы убеждаемся в правильности слов. Круче гор могут быть только горы. Искренне желаем всем здоровья, успехов в спорте, незабываемых спортивных впечатлений и побед, достигнутых в честной борьбе. Пусть на соревнованиях царит атмосфера дружбы, доверия и взаимопонимания. Космонавты Роскосмоса Александр Мисуркин и Сергей Рязанский. Под звуки гимна Российской Федерации 8-й по счету фестиваль культуры и спорта народов Кавказа считается открытым. Олимпийскими чемпионами Республик Северного Кавказа поднимается официальный символ игр и зажигается факел, после чего начинается парад команд-участниц. На стадионе «Спартак» команда Республики Ингушетия. Встречайте спортсменов из Карачаево-Черкесской республики. На торжественной церемонии открытия фестиваля выступили лучшие творческие коллективы 7 субъектов СКФО. Всего в выступлениях участвует около 500 артистов. Искусство исполнения ингушского национального танца продемонстрировал государственный ансамбль народного танца Ингушетия. Ежегодно в Кавказских играх принимают участие свыше 700 участников. Соревнования проводятся по национальным видам спорта: армспорт, борьба на поясах, передвижение на ходулях, стрельба из лука, прыжковое двоеборье, лазание по канату, силовое троеборье, поднятие тяжести, перенос тяжести на дистанцию, мини-футбол и перетягивание каната. В этом году фестиваль впервые проходит в течение 2 дней, что сделает мероприятие более масштабным и интересным. Сегодня стартовала соревновательная часть фестиваля. Более 350 спортсменов из всех регионов Северного Кавказа будут бороться за награды в 12 видах спорта. Будем надеяться, что наши спортсмены покажут хорошие результаты во всех дисциплинах. Юсуп Гелисханов, Сурхо Кусиев, Магомед Дидигов, Тимур Карахоев. Новости 24.